Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Так, сегодня у нас очередной режим после недельного перерыва. Тема нашего сегодняшнего эфира – война против чеченского языка. Тема предложена нашими зрителями, одним из наших зрителей. И тема, я думаю, актуальная. Сейчас подождем наших модераторов и начнем. Аузбилляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Итак, начнем сегодняшнюю нашу тему. Тема – это война против чеченского языка. Но у нас сегодня по ходу развития этой темы мы также намерены поговорить о обвинениях адрес чеченцев в национализме. Они звучат часто на Кавказе, по всей России и даже за ее пределами. С чем это связано? И являются ли на самом деле чеченцы в своем мировоззрении националистами? Вот об этом тоже поговорим. Для начала я хотел бы, чтобы наш модератор Ушурма зачитал одну из цитат обвинений чеченцев в национализме. И начнем с этого. Ушурма, ты зачти, я сейчас пока отключусь на минутку. Ассаламу алейкум. На днях массово в российских нацистских каналах начали распространять чеченскую частную школу, которая обучает офлайн и онлайн, в том, что они националисты, нацисты. Я сейчас зачитаю описание их слов, то, что они сказали про нас, про эту школу. Первое. А как дела с многонационалочкой обстоят в Чечне и почему я не удивлен? Это на тему, что ребенок должен говорить на чеченском языке. И также всякие какие-то оскорбления, националисты, нацизм в Чечне, то есть, я не знаю, только из-за того, что учат языку, называют нацистами. Хотя эта школа, это частная школа, ее никто не спонсирует, она это занимается от себя, из своего кармана все делает. Ушурм, Дайр Ясул, спасибо за цитату. На самом деле частные, то есть люди, которые занимаются волонтерством в чем-то или занимаются добровольной какой-то деятельностью, ихнее право выбирать кластер своей работы, там, я не знаю, направление. И вообще, с чего решили комментаторы, что в Чечне есть многонационалочка. 99 целых и там сколько-то сотых процентов в Чечне это чеченцы. По-моему, нет и 1% не чеченцев в Чечне. Ну, если 1% есть, то хорошо. И этот процент, я не думаю, что он в чем-то ущемлен, потому что по республике в общем ходит, во всех учреждениях функционирует русский язык. Никакой проблемы нет. Мы же помним, что войну в Украине начали под предлогом защиты русского языка. Русский язык таким образом сегодня становится инструментом имперской политики России. Буквально сегодня вышла хорошая статья Кати Марголис, это известный публицист, который публикуется в соцсетях. То есть в этой статье отмечена такая интересная, такой интересный момент, что язык не только выражает мнение людей, но и формирует это мнение, формирует мышление, формирует идеологию людей. И в пример приводится оговорка журналистки Анна, сейчас фамилию вспомню, Монгард, по-моему, или не вспомню, это журналист телеканала «Дождя», когда она назвала главу киевского, то есть она назвала Зеленского, президента Украины, главой киевского режима. Это то, как, когда человек говорит, он машинально воспроизводит готовые какие-то речевые обороты, кластеры, языковые какие-то кластеры, да, то есть и выдает сразу глава киевского режима. Ну, оговорки бывают, но они не случайные. То есть это все вкладывается в мозги долго, не в одночасье.
И второе ее такое интересное наблюдение, что даже покинув территорию России, она так иронизирует, говорит, что воздушно-капельным путем вот эта зараза имперского мышления России, она передается носителям русского языка. И она в этом права, я ее полностью в этом поддерживаю. Это мыслительные штампы, которые есть сегодня у не только русского, но и многих жителей сегодня уже независимых государств, в недавнем прошлом Республик Советского Союза, они мыслят такими же штампами русского языка, а сам русский язык носитель идеи великорусского державия или там русского имперства, превосходства русских над остальным миром, ну и так далее. И вот цитаты, которые зачитал Шурма из этого ряда, но также можно привести очень много других примеров, когда подобные же примеры мы смогли слышать и от своих соотечественников. По российскому телевидению в начале 90-х говорили о чеченских боевиках. На самом деле это солдаты Чеченской народной армии, это защитники Родины. Ну, машинально те, кто слушали российское телевидение, чеченцы, даже те, кто противостояли российской агрессии, вслед за этим российским телеящиком повторяли чеченские боевики или наши боевики. А это абсолютно себе не такие не безобидные вещи. Они имеют далеко идущие последствия. Они действительно формируют сознание и осознание мира вокруг себя и мира внутри себя. Поэтому с этим нужно быть очень осторожными и бдительными. Нам нужно этому противостоять, иначе мы сами не заметим, как мы превратимся в антипод самих себя. Вот, в принципе, об этом речь. После начала Второй войны, к началу Второй войны, где-то через полгода я вынужден был выехать по состоянию здоровья на лечение и вернулся в течение, сколько там прошло, где-то около года прошло. И когда я вернулся, я заехал со стороны Дагестана, и первый город, в котором остановилось транспортное средство, на котором я ехал, это был город Гудермес. Я вышел на автобусной станции, и там стояли таксисты-чеченцы. И, покручивая ключами, таксисты выкрикивали названия чеченских сел, данные во время выселения чеченцев в Казахстан. Да, меня удивило, что буквально прошел максимум год, и это же не значит, что эти люди изменились. После приобретения независимости у нас вернулись названия всех чеченских сел. Я помню направление там, на юго-запад, там есть Цацанюрт, Гелдеген, и таксисты выкрикивали «Новая жизнь Октябрьская». Это название, данные российскими оккупантами во время нашего выселения в Казахстан. И они их чеченские названия не возвращали чеченским населенным пунктам вплоть до 91 года. В конце 80-х какие-то там были, начало было, да, когда начали возвращать, но это уже, считай, в принципе, перестройкой, уже все знали, что власть немного ослабила свои тиски и начали возвращать, но это не было еще повсеместным явлением, пока не была приобретена независимость. Только тогда уже начали возвращать названия там и горных районов, и населенных пунктов. Очень много подобных вещей можно еще отметить, как на сознание людей влияет язык. Он не только выражает, отображает сознание человека, но также его формирует. Вот в этом я полностью согласен с Катей Марголис. И это сегодня вообще в Чечне очень страшная ситуация. Мы в некоторых наших предыдущих эфирах говорили о том, какой сильной атаке со стороны русского языка подвергается чеченский язык. Тут, конечно, сегодня российским потугам ассимилировать чеченцев и другие национальности в помощь, конечно же, интернет, в помощь соцсети. Если я помню, в советское время наше старшее поколение жаловалось на телевизор,
что телевизор сильно влияет и на сознание чеченских детей, и на то, что дети уже как бы являются белонгами, то есть они свободно говорят на чеченском и на русском. Школа и телевидение было бичом середины и конца 20 века. Сегодня к этим двум аспектам добавился интернет или же соцсети. Но они более ускоренным путем начали приводить к ассимиляции, к языковой ассимиляции наших детей. Если раньше школа и телевизор плюс среда, русскоязычная среда в городе Грозном, этой языковой среды не было в сельской местности, плюс телевидение, ну, что такое советское телевидение, это всего 2 канала, первый, второй. И то в селе очень много работы по быту. После школы детей заставляли что-то делать по хозяйству, и сидеть за телевизором особого свободного времени не было. Все это как-то спасало чеченский язык. Сегодня ситуация кардинально изменилась, иная, у детей очень много свободного времени. Языковая среда, она в принципе окружает этих детей, потому что они носят в своих карманах гаджеты, на котором всегда звучит русский язык. Такая же ситуация в Европе и даже похуже, потому что в Европе наши дети находятся уже в языковой среде европейских народов. И вот в этих условиях сохранить чеченский язык, вот где проблема, а не в том, что если в Чечне многонационалочка, а с чего она должна быть, если это моноэтническая республика, в принципе. То есть 1% или меньше этого 1% не считается там за какое-то исключение, чтобы нужно было в каких-то, я не знаю, в передачах или где-то везде выдерживать вот эту ситуацию многонациональной политики в республике. Обвинение в этом является уже притязанием на то, что абсолютное меньшинство, не будучи ушемленным, как я уже говорил ранее, повторюсь, везде функционирует русский язык, во всех учреждениях, школах, в общем, учреждениях разного социального характера. И везде русский язык. Вообще, какая может быть претензия? Вот. И, ну, особенно интересно вот это заключение, что на основании того, что есть энтузиасты, которые хотят препятствовать, да, ассимиляции чеченского языка, они в ущерб своему личному времени начали учить детей чеченскому языку, вообще всех, кто из взрослых детей, всех, кто желает, офлайн и онлайн. И на основе этого обвинять в нацизме или даже не национализме, там написано нацизм. Нацизм – это особая идеология, которая ставит свою какой-то один народ или расу выше других. В чем тут нацизм, если просто дети, энтузиасты учат детей чеченскому языку? Вот это тоже интересное обвинение. Дружна ли с головой автор вот этого поста, это тоже вопрос. Так, дальше, я думаю, нужно, чтобы подключились наши участники или модераторы могут сказать свое слово насчет обвинения в национализме или в крайней ее форме, как нас обвинили, нацизм. Вот об этом уже поговорим отдельно. Кстати, идеология рашизм, который, скажем, не имеет своих отдельных каких-то теоретических выкладок, но тем не менее существует как идеология. Парламентская ассамблея Совета Европы признана как экстремистская идеология. То есть она сравнит нацизму, фашизму. Вот где действительно есть проблема, вот с чем действительно стоит бороться. Это как бы примечание к нашему предстоящему разговору. Насчет темы языка я просто хотел добавить одну цитату русского поэта, художника, да, Вознесенского. И он говорит: «Меня тошнит от людей, которые говорят на моем русском языке без акцента. Либо они рабы или рабского сословия, и только раб может забыть свои корни и принять все хозяйское». То есть вот их поэт вот такое говорит о тех людях, которые учат в идеале, так скажем, его язык и забывают свой язык. Вот эти же русские, которые поддерживают вот своего поэта, да, говорят нам о нацизме, так как мы учим свой язык.
Не знаю, Вот. как их понять даже. Пускай объявят его иноагентом, как они, но хотя он, этот человек умер. Шурма, я когда ты говорил о тех, кто без акцента говорит по-русски, мне вспомнился один случай. Таких случаев, наверное, в республике было много. У меня один друг с Урус-Мартана рассказывал, что его дед, когда они возвращались со школы, ну, в советское время, да, это 80-е, когда они были детьми, когда они возвращались со школы, он спрашивал на чеченском школе, «Дяшн дош душу, вы как бы возвращаетесь с учебы, из школы?» Они говорили «да». И спрашивал, а чему вы там учились? В общем, они рассказывали, чему они там учились, и потом он спрашивал, а русскому языку вас учили? И они отвечали, да, учили. Научились говорить? И когда они отвечали, что да, научились, он говорил, учитесь хорошо в школе и учите русский язык, но никогда не говорите на нем без акцента. Или как бы, ну, таким чисто русским выговором не говорите, чтобы не стать похожими на русских. Вот старик, такая мудрость у него была. Сейчас бейцаду, öğreteceğiz, elmabeyse olur bahse, окта года. То есть вот этот аспект не ушел от внимания нашего старшего поколения еще тогда, в те годы. Хотя, я уверен, этот старик не оканчивал никаких там академий, высших учебных заведений. Народная мудрость, житейская мудрость или ощущение угрозы ассимиляции заставило его вот в таком ключе высказываться. Ну, подобные выражения, высказывания в многих семьях были. И сейчас, вспоминая вот эти высказывания, удивляешься, насколько сильно тогда вот это желание противостоять российскому, русскому влиянию, языку и культурному, ментальному, насколько сильно оно было в нашем старшем поколении. Настолько же оно ли сильно сегодня, это тоже как бы вопрос на размышление. Не утверждаю, не опровергаю, но вопрос на размышление. Мне в любом случае, мое мнение, мне кажется, что не такое. Все-таки старшее поколение наших отцов в этом плане было на высоте. Noche, het destinação مثل إيتسلش اتوقسگو إلچو أتين بودي بدوان بشم شوارت ما بي هر بلاتفورم تش كيجا مثل إيتم دشنا سونا مسانا. Да, то есть мы всегда как бы, ну, сильный акцент всегда был у грузин, насколько я помню, у дагестанцев был, у чеченцев тоже был свой акцент, но не такой ярко выраженный, как у дагестанцев, у грузин. Но были другие народности, которые практически без акцента говорили на русский язык, это все-таки более северные народы. Вот. А чеченцы, не будучи противниками образования и обучения, вот как раз-таки боялись того, что мы станем похожими на русских из-за того, что будем говорить без акцента. Ну а к символам идеологии власти всегда у нас была ненависть. Я помню, галстук пионерский мы завязывали там, где вынуждены были, но в основном старались быстро его содрать с шеи и там засунуть в карман. Часто его уже когда мы стали чуть взрослее, этот галстук использовался, то есть его укладывали в носок и использовали в виде тряпки для того, чтобы натереть обувь и чтобы она блестела, чтобы она чистая была. Вот. Использовали ее в виде тряпки. Красный кусок материи, символ коммунизма, в общем, использовался по назначению. И я помню один случай в нашей школе, это средняя школа, Аргунская средняя школа номер 2, в которой я отучился все 10 классов. В Аргуне была небольшая прослойка русского населения, которые переселили еще во время нашей депортации с возвращением чеченцев. Они там остались, ну, я не знаю, сколько, их было, в Грозном их было преобладающее большинство, в Аргуне. Я считаю, что Аргун был такой самый, я говорил, самый чеченский город, хотя Гудермес численно превосходил Аргун, но именно идеи независимости, идеи чеченской, то есть чеченского, скажем, свободного, независимого государства, они больше витали именно в Аргуне, из городов имеется в виду, в селе это понятно, само собой это было.
Но Аргун предоставлял некоторые как бы преимущества города над селом, и вот это противодействие, это конфронтация сторон, так скажем, она в Аргуне ощущалась особенно сильно, и учителя не обращались иначе, как дикари с гор, спустились дикари с Шатоевских гор или там вообще с гор, турки, басурмане, то есть такие высказывания из уст учителей. Это сейчас, когда мы знаем о ксенофобии, о правах человека, много чего, что тогда было за железным занавесем, как бы, то есть это было все неизвестно, или известно абсолютно узкому кругу людей, а сегодня за подобное может и влететь. Но тогда это было повседневное, можно сказать, повседневное, как бы, то, что слышали чеченские учащиеся вот в этих школах, на своей же земле, в своих же городах, в своих же населенных пунктах. Вот, и у нас в школе были ребята постарше, я помню, я в каких классах учился, но это были начальные классы, где-то в средних классах у нас были чеченцы, которые уже, которым надоело уже терпеть вот эти высказывания, и как-то в феврале, когда у нас школа работала из-за того, что было детей много, а школы не хватало, в 3 смены, и вот после 3-й смены, когда эта учительница русская возвращалась к себе домой, ее избили. Ну, избили ее как бы в темную, потому что советская милиция, это понятно, никто не хотел подставлять своих родителей. В темноте ее как-то на переулке встретили, избили. И потом, я помню, в школе был ажиотаж, выискивали вот этих учащихся, которые избили эту учительницу за подобное высказывание. Наверное, я слушал, не наверное, я просто слушал подобную историю много от чеченцев разных сел и городов. В общем, вот таково было отношение и в школе уже к детям. Ненависть высказывалась открыто, как бы абсолютно не стесняясь. Ну, это же еще как бы вызывало обратную реакцию, протестную реакцию. А сейчас я буквально недавно смотрел на чеченском языке, мужчина в годах говорит на чеченском языке, он говорит «Россия, даймох». В переводе на русский это как бы более нейтральное высказывание. Россия – это наша родина. Но на чеченском даймох – это звучит отчизна, да, более близко к этому слову отчизна, но даже отчизна не отражает всю глубину высказывания даймох. Даймох, ну, для нас даймох не может быть Россия никак. То есть наших отцов земля, если перевести дословно, это наша отцов земля. Ментально в него вкладывается очень много. Это вся история борьбы, все могилы предков, ну, много чего, что в себя вбирает вот это высказывание и говорит про Россию, которая убивала твоих предков, которые, в принципе, виноваты в большинстве уже исторически. То, что есть еще в исторической памяти народа, мы же не помним в деталях трагедию монгольской оккупации, но мы ее помним в деталях всю трагедию экспансии России на Кавказе в Чечню. И на фоне этого говорить, что Россия даймох, это, ну вот до чего как бы сегодня нынешний режим довел некоторых отдельно взятых персонажей чеченцев. Я понимаю, что это многие говорят не искренне, но тем не менее слышать такое противно, да, очень противно, потому что даже в советское время ни старшие, ни молодые себе подобного высказывания, даже под воздействием вот всего того, что как мог давить советский режим на чеченцев, то есть подобного высказывания мы не слышали. Кто-нибудь помнит, чтобы где-то на каких-то даже мероприятиях говорили, что Россия наша родина? В школе были вот эти высказывания, там, Чечня – малая родина, Советский Союз – большая родина. Ну, учителя об этом говорили, и с этого посмеивались ученики, насколько я помню.
Ну да, насчет нацизма. Ну, я не считаю, что вообще чеченцы являются какими-то националистами даже. Ну, национализм можно рассматривать и в хорошем, и в плохом контексте. Как раз-таки, если в плохом контексте это и не обязательно нацизм, нацизм-то это экстремистская идеология. Национализм также бывает, когда в отрицательном контексте, когда, ну, делается некоторый уклон в превосходство своей нации над другими. То есть любовь к своему народу, любовь к своей родине, к своему языку не должны переходить черту, которая запрещена и в религии нашей, и вообще в таких общечеловеческих понятиях. Являются ли чеченцами националистами в этом подобном формате, да, в плохом контексте? Ну, где-то, наверное, высказываний на обывательском уровне, что вот чеченцы, они там сильнее, там, храбрее, я не знаю, красивее или там еще какие-то. Ну, я немножко утрирую. Такие высказывания есть, и они есть, скорее всего, у всех народов. Это не переводит чеченцев в разряд вот этих националистов в плохом контексте. Это просто факт обычной обывательской жизни в любой среде. По большому счету, если взять в историческом контексте поведение чеченцев, их ментальность, восприятие других народов, то чеченцы националистами, на мой взгляд, не являются. Иначе у нас не было бы имама Шамиля, иначе у нас не было бы добровольцев из других народов, которые чеченцы возводили в командиры над чеченскими отрядами. Мы знаем, что во время военных конфликтов добровольцы с Турции, там, с ближневосточных стран могли возглавлять собственные отряды добровольцев, но не отряды боснийцев даже, если возьмем тоже Боснию, или не отряды афганцев в Афганистане. В Чечне практически всегда над чеченцами командовали. Не потому, что они, чеченцы, не имели своих достойных командиров. Это такой менталитет, это такой как бы акт, ну, это говорит о том, что чеченцы просто уважают этих людей. На самом деле этим командирам командовать ничем и не приходилось. Всегда в отрядах у нас был рядовой такого ранга, как его там можно сказать по-русски, душа отряда. Даже когда, если некоторые чеченские командиры были такие ярко харизматичные, но часто бывали отряды такого среднего уровня, в которых номинально был какой-то командир, а все инициативы исходили вот от этого бойца, которого можно назвать душой отряда. Он при этом в командиры не лез, вообще у чеченцев не принято как бы самим рваться в какие-то там начальники, в командиры. Это считается зазорным, и все-таки вот таких людей уважали. И в тех отрядах, где поставили вот этих добровольцев командирами, часто, не всегда, опять-таки, но часто бывала такая ситуация. То есть предложение командовать над собой человеку не своей национальности, это вот такой акт гостеприимства, так скажем, уважение к гостю. Гость всегда в Чечне был святым, как и, в принципе, во всех кавказских народах. Но чеченцы это было возведено как бы в особый ранг, доведено, скажем, до абсолюта, так сказать. И иначе в сложный период и в мирный период это было, то есть в каких-то ситуациях вот это все выявлялось. Это один факт, мы об этом говорили не раз. Ну, будем повторяться, сколько нас будут обвинять в национализме, столько мы будем эти факты напоминать. В чеченском народе есть инкорпорированных в чеченский народ людей не чеченского происхождения. То, что эти люди когда-то, их предки когда-то принимались на чеченской земле, то, что им давался кров, давалась земля, потому что тогда люди жили за счет возделывания земли. Земля на Кавказе всегда это очень сложный вопрос. И давали им, как это правильно будет сказать, не было тогда еще понятия гражданства, но защиту, социальную защиту, то есть они становились подопечными определенных чеченских тейпов. Те, кто могли посягнуть на их честь, кровь, имущество, становились ответственны перед чеченскими тейпами, которые взяли их под свое покровительство.
То есть эти подобные акты показывают, что никакого национализма в чеченском сознании, менталитете нет, напротив. Подобное явление есть и среди других кавказских народов, но наиболее широкое распространение это имеет именно среди чеченцев. Вот, поэтому обвинения в национализме, они беспочвенны, как таковые. А так, Джамбулат, конечно же, да, Кавказ. Но я еще завершу, что эти обвинения идут не потому, что нас именно такими воспринимают. Тут же нужно учитывать, что в соцсетях идет и работа ФСБ. Нужно стравливать народы кавказские, не кавказские. Вообще нужно очернить чеченцев, которые по факту являются флагманами борьбы кавказских народов против России. Поэтому происходят такие вещи.